Очередной дом культуры, построенный в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, расположился в самом живописном уголке села. Сельское поселение у нас большое, вы, наверное, видели, какое оно такое живописное. Наверное, не побоюсь этого слова, одно из самых живописных населенных пунктов нашей республики, потому что вокруг нашего села красивые лесные массивы, село находится на равнинной плоскости, чистый воздух, то есть экология очень-очень даже дух захватывающая, так скажем так. Больше 8 тысяч населения, оно довольно-таки большое, и за всю историю нашего села у нас не было дома культуры. Несколько месяцев назад нам построили вот этот прекрасный объект, и это, конечно же, большой подарок для всех жителей, и для старых, и для молодых, и для детей, в первую очередь для детей. Культурный очаг, который призван воспитывать подрастающее поколение, и проводить все нужные мероприятия здесь можно. Раньше, я помню, мою молодость здесь не было такой возможности, но тем не менее, кино постоянно мы ходили, это там в районе старой мечети был у нас клуб. Но там, кроме кино, ничего больше не могли проводить, потому что условий не было там таких. Но то, что у нас повсеместно в республике строятся дома культуры, я слежу по телевидению, в Сулхахах, в Галашках, в Халхиерс, в Мужичи, в Алкуне, во всех селах дома культуры строятся. И я слежу за работой этих домов культуры. Там очень быстро зарождаются очаги культуры, самодеятельность, детские такие кружковые работы, танцевальные и прочее. Но есть возможность проводить все массовые мероприятия. Директором данного учреждения со дня основания является Мадина Ганижева, человек, посвятивший большую часть жизни в сфере образования и культуры. Педагогика и культура – это две такие взаимосвязанные направления, потому что я работаю и здесь с детьми, в принципе. Но самое важное, самое главное, я думаю, что в моей жизни я счастлива, что столько лет работала и работаю с детьми. Это моя жизнь, это моя любовь, это все для меня. Дети – это все. И сейчас буду стараться делать все возможное, чтобы наши дети получали больше знаний, больше интересов, значит, в различных сферах. И уже было сказано и в рисовании, и так далее, и так далее. То есть это надо. Дети – это грядущие. И что в них мы сегодня вложим, завтра, значит, это наша будущая старость, это наше будущее нашей республики, в частности, и в целом страны. Сама Мадина – почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник просвещения России, победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель России», мастер-класса учителей родных языков, проходившего в Госдуме Федерального собрания в Москве. Я преподаватель русского языка и литературы, работала долгое время, работала и преподавателем, и заучем, и директором школы. Но в культуре только сейчас, но тесно связано с культурой. Повторюсь, что очень люблю играть на национальном инструменте. У меня бабушка очень виртуозно играла на национальном инструменте кяхт пандерму алшамбицу. Ну, я закончила музыкальную школу, в принципе. Мастер-классы, вы знаете, это только вот так, в кругу друзей, в кругу семьи. Но, наверное, будет возможность и своим ученикам, своим преподавателям тоже преподнесу мастер-класс. С детства пишет стихи, играет на музыкальных инструментах, выпускница музыкальной школы города Владикавказ. Свое первое стихотворение, написанное в 7-летнем возрасте, Мадина помнит до сих пор. Ингушетия моя, ты так красива и прекрасна. Ты моя родина, ты мой любимый край. Красивая и сказочная ты. И, может быть, так думаю сама, и, может быть, красивее есть тебя. Но ты своими реками, горами, ты словно с алой розой в руке. Ты возрастаешь с каждым часом, годом, и все становишься ты красивее, добрей.
Я никогда не буду забывать, ведь сколько сказок рассказала ты мне в детстве о бедняках, боровших за свободу, о тех, кто тяжко изнывал в труде, о людях, не видавших солнца в небе, о детях, умиравших под гнетом богачей. Пусть все на свете дети не увидят это, а будут петь и танцевать, пусть будут чтить героев в Ингушетии и всех героев советской страны, кто хоть и трудно, но боролся на планете. Хоть и построено здание Дома культуры лишь в конце прошлого года, под руководством Мадины Ганижевой в ДК за такой короткий срок идет слаженная и плодотворная работа. Кружок гармонисток мы хотели бы, по крайней мере, открыть, нестандартные, скажем так, кружки, нестандартные. Помимо того, что есть в других, чтобы была у нас своя изюминка, что-то было интересное, чтобы мы показать могли не только то, что есть у других, а лично свое. И не только в региональных каких-то мероприятиях участвовать, но и выезжайте за пределы республики, приглашать к себе, чтобы в этих стенах у нас проходили мероприятия высокого уровня, различного уровня, чтобы у нас было больше гостей, чтобы люди знали нашу культуру, нашу самобытность, неповторимую идентичность. Только благодаря всему этому мы можем воспитать подрастающее поколение в духе, знаете, вот мне очень нравится высказывание Лотмана. Культура есть память, поэтому она связана с историей. Всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И у Булата Акуджавы есть такие замечательные строки, на мой взгляд. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больней, чем дальше, что люди царства своего не уважают больше. И я считаю, что мы не только должны уважать свое царство, мы должны беречь, приумножать, сохранять то, что мы имеем, что до нас донесли наши деды и прадеды. Для развития досуга детей и молодежи в Доме культуры предусмотрены кружковые занятия по различным видам направления. Что касается кружков, в нашем Доме культуры функционирует несколько кружков. И скажу откровенно, для меня это большая радость, и не только для меня, для всех, что именно в этих кружках работают люди, которые любят детей. Это самое главное, которые умеют работать, имеют опыт, навыки, действительно профессионалы своего дела. Это кружок изобразительного искусства, это кружок прикладного искусства, это вокального мастерства кружок, это хореографии. В дальнейшем мы планируем еще расширить круг наших интересов, но интересов у нас очень много. Я думаю, и театрального мастерства у нас будет кружок, и мы больше акцент будем делать на именно национальную культуру. Это игра на ингушской гармонике, на гармошке, это другие разные кружки. Вот будем расширяться, будем продвигать именно вот это направление. Хотя здание находится чуть отдаленнее от сельских школ, это никак не мешает ребятам посещать кружки вовремя. Вы, наверное, уже увидели, какие работы они умеют делать, как они это делают, с каким вкусом они это делают. Конечно, развивают. Вот этот интерес развивается, когда развивается у детей, это способствует интеллектуальному развитию, способствует, не побоюсь этого слова, это действительно так, дети по-другому воспринимают мир, они воспринимают мир ярче, воспринимают мир чище, искреннее. И вы знаете, каждый нашел свое дело. Даже вот за такой короткий срок детки уже умеют делать, они как бы уже маленькие, такие бизнесмены, скажем так. Они умеют делать шкатулки и продавать, уже знают, что такое труд и цену труда. Они умеют делать какие-то интересные заколки, ленточки и так далее, и уже продают их. Уже, вы знаете, они уже сегодня приспособлены
и к рыночным отношениям в том числе. Это тоже очень немаловажно на сегодняшний день. То есть вот в таком направлении мы работаем и в дальнейшем будем работать. На занятиях декоративно-прикладного искусства девочки учатся создавать прекрасные цветы из фоамирана и бисера. Фоамиран – это современный пенистый материал, который отличается превосходной пластичностью. Он идеально подходит для детского творчества с точки зрения безопасности. Кружок КДПИ у нас функционирует уже более 4 месяцев. Мы как изучаем материал, делаем из материала как из бумаги, так и из более сложного, вот из залона у нас идут цветы. Также у нас без бисероплетения, оригами, кружок оригами. Скоро у нас вот намечается, мы будем делать плетение, плести из газетных трубочек. Это строительный фен, с помощью которого мы сейчас будем закручивать листки для того, чтобы получить вот такой же цветок. Фен нагревает листок, и у нас получается вот такой закрученный шар. Таких листков нужно сделать 6. Каждый листок закручиваем, потом склеиваем горячим клеем. Берем один листочек, закручиваем. Потом с помощью горячего клея клеим его концы листка. Хотя нужно ждать долго, чтобы они склеились. Берем второй листок. Точно так же проделаем работу, которую делали с первым листком. Берем третий. Это у нас получилась основа нашей розы. Берем остальные листки, которые мы сделали. Ставим вот этот бутон в середину. Клеим наш первый бутон в середину. И вот так мы продолжаем до того, как получим вот такую розу. Это только середина нашей розы. Потом получается вот такая большая роза. Такую розу можно поставить вот на эту трубочку, чтобы у нас роза просто так стояла. Это нужно еще доделать нам эту розу. А также можно эту розу приклеить на стену, которую мы нарисовали, там подготовили. Если вначале они не могли отличить эти два направления, то сегодня девочки знают обо всех тонкостях декоративно-прикладного искусства не понаслышке. Материал по себе очень мягкий, и делать его легко. Материал называется изолон, и цветок нормально, сложный был процесс. А также после итога вот такое у нас получилось. Мне кажется, это важным, чтобы дома или как-то в гостях некоторых делать такие поделки. В школе также помогает, например, на ярмарках, когда можно выставить свои работы. Также рассказывать своим друзьям, и чтобы они ходили тоже на кружок. Все знают, что у нас был день города Магас, и наши детки вот подготовили стихотворение. Если можно, они расскажут. Салюты, песни звонкие, народ идет гурьбой. Сегодня праздник города, хороший день такой. Украшен город празднично, приветствует он всех, и все вокруг нарядные, и слышен всюду смех. Гордится население городом своим, а город хорошеет, и все довольны им. К дню города Магаса я приготовила стихотворение. У нашего мэра праздник большой, летят поздравления со всех городов. От школьников вы пожелания примите, а если не складно, то вы нас простите. Вы в городе нашем сейчас самый главный, настойчивый в деле и даже упрямый, и к цели заветно ведете команду, и город становится только ведь краше. Во всем разбираетесь очень достойно. Открыта недавно вот новая стройка.
И парк разбивается, строится сад. Ведь этим событием житель наш рад. Так пусть же достойно идут все дела. Желаем удачи, счастья, добра. Городского нет лучше главы. Сколько сил вы в наш город вложили. Поздравляем всем сердцем, ведь вы поздравления от нас заслужили. Вам желаем мы счастья, всех благ и счастливых и долгих вам лет. Будет верно, пускай каждый шаг. Вам желаем мы новых побед. Радимхан Тачиева вырастила 9 детей, 3 из которых являются учениками Дома культуры. Женщина признается, что первый ДК, построенный в Али-Юрте, был крайне необходим их селу. У нас недавно открылся Дом культуры, которого у нас не было даже и в республике нашей. У меня занимаются там в кружках 3 моих детей. Кружок кружки разные, и художественный кружок, и кружок рукоделия, кружок шитья, бисероплетения, танцевальный кружок. Детям очень нравится ходить после школы, после занятий туда желание есть у них туда ходить, занимаются, нравится интересно им там. Потому что свое свободное время они имеют возможность в красивом месте провести, что-то для себя, научиться, познать что-то новое. У меня даже дома стоят цветы, которые они сами делали и дарили мне, разные поделки. Нравится, конечно, хочется поблагодарить и наше руководство, которое для наших детей постаралось, сделало. Большое спасибо и работникам, и руководству нашему. Это же для наших детей сделано красиво, удобно. Даже мы сами недавно, там и спектакли у нас были, и танцевальные ансамбли, концерт, полностью мы ходили. Для сельчан даже это как-то новое что-то. Свободное время, как-то отдохнуть, наверное, посидеть, посмотреть на что-то. Она с радостью отпускает детей на занятия, ведь интерес девочек к кружкам заметен, и результат виден налицо. Некоторые поделки своими руками дети делали, потом дарили мне. Мне нравится. Очень, я думаю, красиво. Цветы, что-то тоже из бумаги цветной, твердая бумага. Интересно, что новогоднее, такое, бисероплетение. То есть можно украсить? Конечно, можно, любой в интерьере поставить где-то там на тумбочку, на трюмо, что-то сделать. Конечно, интересно ведь для детей. До того, как ходить на кружковые занятия, девочка умела так? Нет, не умела. Это даже елочка, это очень трудно, сложно, когда даже делали дома, я немного видела, там что-то оставалось, они там делали, очень сложная работа. Но все-таки им интересно. Конечно, можно и дома поставить. Даже есть в эти цветы вставляются лампочки, и как светильники их даже можно использовать. На кружке изобразительного искусства ребята не только рисуют картины с пейзажами, но и занимаются лепкой из гипса, из которого делают такие красивые декоративные фигурки и копильники. После изготовления разрисовывают по своему усмотрению. Видишь, бутончик какой красивый получился у тебя. И так же делаешь. Здесь сделай такой же бутончик. Видите, это гипсовые игрушки. Все это сделано нашими руками. Теперь мы их будем раскрашивать. Они у нас идут как копилки детские и как возле нашего сада, огорода. Везде можно их ставить. Тоже как украшение идет. Смотри, так смотри. Вы спросите у наших детей. Они очень любят рисовать красками. Красками любят больше рисовать. Видите, у нас карандашей очень мало. Больше любят красками. Эти рисунки все наши дети нарисовали. У нас буквально недавно только открылось. У нас рисунки. Девочки у нас очень любят цветы рисовать. У нас ромашки. Видите, небо. Я люблю смешивать белый с темно-синим цветом. А какой цвет получается? Голубой цвет. Я люблю рисовать небо. Какие картинки рисовала?
Да, я рисовала цветы в кувшине. А это хореография. Тут детей обучают, как правильно держать осанку. Учат согласовывать движения ног и рук, быть максимально подтянутым, а также танцевать. Мне это давно нравится, я давно ходила танцевальная, но для себя, для осанки, так, очень нравится это. Хореография, изюм, рисование. 3 кружка, 5 месяцев. За 5 месяцев чему ты научилась? Танцевать, делать несколько движений. А в неделю сколько раз ходишь? 3 раза. На хореографию, да? Вторник, четверг, пятница. Есть в ДК и специальное помещение, отведенное библиотеке, куда перешел весь старый фонд сельской библиотечной системы, который находился раньше в непригодном помещении для хранения книг. Особую роль в сохранении культуры, национальной традиции нашего народа принадлежит библиотекарю, собирателям и хранителям литературы. В своей работе мы больше акцента делаем на пропаганде краеведческой литературы, как одно из средств патриотического нравственного воспитания молодежи. При нашей библиотеке функционирует кружок «Большие герои малого народа». В этом кружке у нас это кружок для детей и молодежи. В этом кружке мы выбрали такую тему о героях-ингушах Великой Отечественной войны, о героях-ингушах Советского Союза, герои России-ингуши, герои-афганцы наши. Частым посетителем библиотеки является Муса Албагачиев. Даже свои 85 лет дедушке не мешают посещать своевременно библиотеку, ведь книги – его жизнь. Хорошо то, что здесь же при Доме культуры есть такая библиотека. Я сегодня ходил, осматривал, здесь очень много помещений, все необходимое для того, чтобы проводить досуг. Возможно, в скором времени будут даже кинофильмы показывать так, и художественная самодеятельность будет развита здесь. Я думаю, что это факт открытия данного учреждения культуры несет в себе очень большой объем воспитания на подрастающее поколение, просвещения и так далее. Все возможные культурно-массовые мероприятия можно здесь проводить. Книжный фонд здесь по всем вопросам, которые у меня возникают, по своим личным интересам, я всегда обращаюсь к Фатиме. И всегда она мне уже давно, сколько я уже в Алиюрте живу с 89-го года, я отсутствовал 25 лет здесь до этого времени. Но с тех пор я всегда встречаю здесь внимание, готовы мне подыскать любую литературу, даже присылают, если я позвоню, газету и прочее. Я очень доволен библиотекой. Но я спрашиваю часто современных наших ингушских писателей, раньше, что издавали художественную литературу, его обязательно рассылали, а теперь же люди сами за свои средства создают, и эти книги сюда мало попадают, не все попадают. Но единственный вопрос, конечно, чтобы эти книги здесь пополнялся фонд библиотеки за счет современных наших ингушских писателей, поэтов. Пожалуй, не осталось романа ни на ингушском, ни на русском, который не прочитал бы дедушка. Муса Албагачиев 25 лет проработал в школе преподавателем родного языка и литературы и сегодня находит свое успокоение именно за прочиткой очередной книги. Я рассказываю своим, у меня внуки, 3 учатся, внучка учится в школе. Я говорю, я им рассказываю о книгах, которые я первым прочитал. Нам не отдавали в библиотеку книги на дом. В залог отдавали деньги и брали на дом. Первую книгу я прочитал «Дети подземелья», Короленко. Так меня это заинтересовало. Я хотел, чтобы они прочитали его. Но, не знаю насколько. А потом я читал Бондина «В лесу», очень интересно. В то время так было. Ну, а потом я увлекся грузинскими историческими романами, потому что я читал «Я кавказец», они близки нам по духу, и их произведения исторические, очень меня это
затягивало, и я читал такие, до сих пор помню, «Десницу великого мастера» я читал. Это люди, которые возводили наши башни в горах. Их называли галгайцы, дзубдуки в этой книге. А Гансу Хордиен писал, бывший президент Грузии, его отец писал эту книгу. Потом Великий Мауравий, потом «Лицом к лицу», ну, Андрей Боголюбский. До сих пор помню. Вот то, что в молодости, в юности прочитаешь, действительно, это письмо на камне, как у нас говорят ингуши. Они говорят, Зрительный зал на 200 посадочных мест, построенный в ДК, значительно облегчил задачу для проведения не только культурно-массовых мероприятий, но и исхода граждан, который здесь проходит частенько. Актовый зал предназначен на 200 посадочных мест. Вы видели зал для уроков хореографии. Вот там сейчас занимаются детки у нас. Значит, изобразительного искусства. Вы видели сейчас мастерская, значит, прикладного искусства, вокального мастерства. Ну, остальные кабинеты – это технические кабинеты и так далее, и так далее. То есть позволяет, помещение у нас позволяет. Мы можем в пересменку это все делать. Лишь бы у нас это, я думаю, что получится. Я думаю, что у нас получится. Потому что желающих очень много. Вот у нас совсем недавно проходил сход жителей, которым и представители муниципальной власти, и жители села говорили о наболевших проблемах. Они везде есть. Это реалии сегодняшнего дня. Мы все живые люди. Это вопросы, касающиеся ЖКХ, это вопросы трудоустройства, это вопросы, касающиеся, значит, вредных привычек. Это тоже реалии нашей молодежи, как искоренять эти вредные привычки. Это взаимодействие с общеобразовательными школами данного населенного пункта. У нас их 3 школы. Это гимназия, общеобразовательная школа и средняя школа. Это дошкольное, значит, образовательное учреждение. То есть мы работаем во взаимодействии с этими организациями, в тесном взаимодействии. Без взаимодействия, без сотрудничества, конечно, у нас работа не пошла бы и не пойдет, потому что этот дом культуры, в первую очередь, для жителей, для детей, для людей построен. В Доме культуры уже не раз проходили концерты различного рода, театральные сценки с участием наших актеров, куда с удовольствием съезжаются сельчане. За эти 4 месяца жизнь бурлит, жизнь кипит, потому что мы уже проводим мероприятия общереспубликанского значения. У нас совсем недавно прошел Республиканский фестиваль народного творчества. Со всей республики съехались множество творческих коллективов. Было очень интересно. Проходят интересные спектакли Русского драматического театра, студии БАРТ и других наших известных театров. Зал всегда переполнен, очень много людей приходит на премьеры. Это нас, конечно, радует. Рядом с ДК уже начали стройку для детского садика. Также в ближайшем будущем недалеко от Дома культуры планируется строительство и новой амбулатории. У нас до сих пор не было ДК. Когда-то старое, оно развалилось и сама на дне. А это новое построенное. Ну, в целом нормально все. Комнаты, зал большой. Классы для групп, детских групп. Разные группы у нас тут открыты, уже работают уже 4 месяца. Так, ДК нормально, хороший, в хорошем месте, красивом, живописном месте расположено. Детский сад начали строить. Плюс еще рядом будет стационарная больница, будет построена. Вот рядом с нами, вот садик начали уже работать, строить, а больница в 2020 году заложена, вот земля выделена, будет строиться. Вот в таком формате работает еще одно ныне построенное культурное заведение сельского поселения Алиюрт. Если вы хотите разнообразить свой досуг, двери Дома культуры всегда открыты для вас. Я бы хотела, пользуясь случаем, пожелать всем нам мира, согласия, процветания нашей любимой Ингушетии, чтобы в том мире, в том обществе, в котором мы живем, никогда не было места ни мести, ни вражде, ни ненависти, чтобы те постулаты человеческих ценностей, которые мы
постоянно говорим нашим детям, чтобы они, это доброта, это честность, это порядочность, это любовь к родине, не на словах, а на деле, чтобы в том обществе, в котором мы живем, никогда не было места ни вражде, ни ненависти. И вообще, где время взять для мести, для вражды, его и для любви едва отыщешь. Да, вместе смысла нет и нет нужды, и мы не будем мстить, мы будем выше. Успеть бы надивиться на цветок, нарадоваться на пчелу в полете. Для мести время не смогу найти, и вы, надеюсь, тоже не найдете. Забыть обиды, все, что ни на есть, смирить гордыню и отринуть месть. И с Богом в сердце через «не могу» прийти на помощь даже к врагу. Чужой болью вновь переболеть и ненависть любовью одолеть. Дальше борца Бог ты, дальше это Бог победит.